Или заново надо все говорить. Это пациенты с головными болями, с головокружениями, шумами в ушах, заболеваниями позвоночника и пациент, перенесший инсульт. Да? Конечно, таких пациентов в первую очередь нужно обследовать, поставить конкретный диагноз и, конечно, потом уже определить тактику лечения и методы реабилитации, потому что в наше время реабилитация имеет большое значение. Например, если к нам приходит пациент после инсульта, перенесшего инсульта, мы определяем тактику дальнейшую. После того, как он выпишется с больницы, дальнейшую тактику определяем мы, невропатологи, на амбулаторном уровне. Да? И определяем, какую реабилитацию может пройти этот пациент. Так как я врач-иглотерапевт, могу сказать, что чем раньше пациент обращается к нам, к невропатологам-иглотерапевтам, тем раньше происходит его реабилитация. То есть, если пациент пришел ко мне после 2-3 месяцев, и я занялась именно лечением иглотерапии, то могу сказать, что к концу 3 курсов иглотерапии пациент может восстановиться примерно на 30-50%, конечно, с сопровождением и лекарственными препаратами и дальнейшими рекомендациями. Если вы желаете получить качественную медицинскую помощь, приглашаем вас на консультацию и лечение в клинику Аян, которая находится по улице Майлы-Кожа,